Гараж мастер Ника. Снимаем. Якутск. Ну, Якутск всегда подтянут, свеж. Не пили, да, вечера? Бедненькие ждали, ночи не спали, боялись проспать утреннее построение. У кого, кстати, утром будильник звенел все утро, а? Красавцы, посмотрите, как люди в поход ездят, подтянуты. Они в велоодежде, не то что вы, донашиваете. Ну, тогда вот вы первый раз же приехали. В 2009 году был первый раз, да, 6 человек, и действительно люди такие, вау, нифига себе. Они почти все сейчас. Я помню видят. свое потрясение, извините. Но все такие, блин, ну чё, сколько с твоим ходом, Да. сколько стоит билет и так далее. Ну да, потому что для нас... И там просто настолько, вот, ну, первый раз едешь, какой-то микроавтобус с телепортерами обгоняет, подрезает. Здрасте, вы из Якутии, говорят, можно интервью возьмем? Хорошо. Прямо на дороге люди едут такие, что тут происходит? И бла-бла-бла-бла. Но потом по приходу... Не, ну благодаря вам вот этот мем у нас Он, появился. да, вот. Вы донашиваете. Вы посмотрите, какой они в велоодежде. На нас оглядывается, а вы донашиваете. А мы реально там еще туристическая одежда. Ну, Там у меня да, теплая. там кто-то в брезенте, Да, кто в кто-то там чем, в да. джинсах. Вы посмотрите, Ну, это было как они прикольно, ездят, да. а вы донашиваете. И вот я это сняла, и вот она как Но пошла, она эта разлетелась, фраза, да. просто... Так они до сих пор у нас там, Ну а вы вот, донашиваете. Задали планку. 320 человек. Последние велосипедисты отставали от первых на несколько часов. Итого проехать нам предстояло 240 километров. В пересчете на 3 дня и с учетом, что горки по пути попадались все больше низенькие, нагрузка небольшая, что полностью соответствует концепции майского велопохода. Мы в этот поход едем не за спортивными рекордами, а пообщаться. Тогда 300 с чем-то человек. Тогда был рекордный вообще, Прям да. Мы Я просто помню, офигели. Я помню, Только как мы спички. подъехали железнодорожный переход, Но... а мы что-то как-то, они из первых были, вот, ну, наша Ну да, группа да. в начале. И вот эта вся колбаса за нами. Значит, и, ну, подъезжаем как раз, равняемся с этим, с мужиком на автомобиле. И он перед нами, и перед собой видит человек 20. И он говорит, о, прикольно, велосипедисты, куда едете там? Мы туда-туда. О, прикольно, как вас много. Я говорю, да. Мужик, ты назад. А он назад не смотрит. А потом он что-то там, о, классно, откуда вы? Я говорю, ну, с разных городов. И тут произношу цифру. 300 человек. Он оглядывается, а там как раз вот так вот. А там вот Просто сколько до глаз, горизонта да. велосипедисты Да, и едут. там сколько глаз, потому что все же все равно по-разному. Они растягиваются, с этого растянулись. да. Он такой вообще Это обалдел. была жесть. А я помню, я ж же тогда мы финишировали в Томске, Мгм, и я да, хотела Кемерово-Томск. до этого договориться с ГАИ, значит, А, чтобы о не том, встретили и чтобы с- встретили, Мгм. да. Ой, они все сложно, все. там и- Я думаю, как ну и хрен всегда, с вами. реально. А когда они увидели нас, они поняли, что какой-то коллапс. Ну Все, у да, нас это была и жесть. сопровождение сразу же, все, они поехали, нас сопровождали. Как из да. Кемерово выезжали, тоже такая колонна, то есть там по 3, по 4 ставились, и то там полгорода. А просто мы так вам велосипедисты. позже присоединились. Вы же встретились да. на развилке. А? Я помню, это история, когда я как раз завхозила вечером, значит, и это... Ой, это что-то горяченькое? Это горячий кофе. кофе. Ага. Ага. Вы, Я получается, в 2009 году встретились и после этого вообще не встретились. Ну да, то есть там многие люди, кто вот пересеклись, и они либо они не ездили, либо у нас Ну был да. большой перерыв. Ну, а Получается, ну, то есть мы просто так, сами по себе. Ну, тоже Хакасия, Алтай, но как-то все время... Многие, да, не Первомай выбирают, а именно Мгм. Хакасию, потому что Первомай, он все-таки как бы требует каких-то свои стандарты, что ли, то есть это туристический поход, это там, ну, там в Хакасию, когда вот пожар еще был какой-то там был, Это 2000 меня не было, но там я эту такая- историю слышала это вообще, да, много раз. жесткач, и вот первомайцы поехали на пробег нормально с Томасом тогда еще, а остальные поехали в Хакасию, и там такая анархия вообще была, что они сожгли там полностью всю степь. Ну, Палатки ну подарили. да, там какой-то иностранец, у него вообще все сгорело. Все сгорело, все А снаряга. видишь, в палатках же это лежит этот, Бутовец. да, Анатолий вот тот же рассказывал, Всё говорит, я сам подбегаю к палатке, хотел ее стащить, А чтобы полыхает спасти. уже. А нет, ну потому что, да, огонь. А в палатке оказался рюкзак, все тяжесть, и он просто ее отодрать ну, не смог. физически, а не Да. больно. Ну, это было
рассказывали. Да, там вот, и поэтому Первомай, он как-то все-таки более такой строгий, по-моему. Зато при такой организации мы подготовлены всегда хорошо. На девушках фирменные юбки, на байках номера Ники и традиционный хлеб-соль для встречи велобратьев из других городов. Хлеб-соль, все дела. Я же многих знала, как вот по никам. Ну, понятно, да. Я помню, По форумным. как один раз мы подъезжаем к электричке, должны были поехать, значит, на раскопки этих динозавров. Значит, и на электричке, а эта электричка набита битком бабулями, которые едут на даче. А мы с велосипедами, там, 18 человек, значит, мы еле-еле влезли. Вот, и тут я, значит, оглядываюсь и смотрю, что один велик, тут человек, мужчина, значит, девушке помог, а про свой велик не подумал, а его там уже зажали. И я понимаю, что это наш велик. И я спрыгиваю. А мы уже стоим в тамбуре, вот так велики держим, да, не повесили, еще пока держим, потому что там уже никуда ничего не повесишь. Ну, да, там лишь бы Я спрыгиваю там, а рядом парень стоит, и я понимаю, что я не знаю, как его зовут. Иш! У него Иш! Иш! Значит, бабки все так и смотрят. Я такая, Иш, держи велик срочно! Он такой хватает велик, я, значит, хватаю тот, спрыгиваю вот так вот с этим, вдавливаюсь прям с этим велосипедом, закрывается электричка. Я такая, фу. Значит, говорю, как тебя зовут-то хоть? Чувак, расскажи, ты вообще откуда А едешь? бабки такие, что за Иш? Рекстера, наверное, процентов 10 или 15 знают по имени. Бабки, ага. Ну, то же самое с У Мастером. меня, Ну, да. у меня смеялись, Макс смеялся надо мной, ну все же там, Макс, Синон, там, еще кто-то. А у меня, когда я себя заводила, а я в этих делах до сих пор не сильно следующая, у меня, значит, было написано, еще отчество у меня не влезло, я бы еще отчество написала. У меня Юлия Корнева. Значит, от кого я сообщение? От Юлии Корневой, там, Юлия Корнева. Так, Конспирация 80 уровня. я говорю, Макс, зато меня все абсолютно знают. Ну да, как меня причем зовут. реальное имя, фамилия, Ну, да. не какие-нибудь там. И не мучаются, все знают, кто я Ну. такая вообще. Потому что да, изначально да. я себя... Все там ники придумывали, а я не знала, что такое ник. Я думала, это имя, фамилия, отчество. И так и записалась. А у меня отчество большое, и я и так его и сяк. Ну, думаю, ладно. Придется обойдусь без отчества, но... Зато не потроллишь, да? Да. На самом деле это тоже плюс свой есть. Самодисциплина. Вообще на велике с какого года? Вот с 2005-го. Я все мечтала о велосипеде, но У нас я жила на Таймыре, и там, извините, Ну не там велосипед, покатаешься. это и мыра-то из разных Да, разных. куда, где, То есть когда? он может у тебя быть, но ты на нем никуда не уедешь. Ну, 2 потому что, недели, если ты там вдруг окажешься. Если в лето да, попадешь, лето ты да. уезжаешь. Естественно, летом на у Таймыре нас, чуть у нас тоже девушка одна была, Илана Сотникова, получается. Ей посоветовали купить велик. Купили велик, на следующий день большой круг. А, она поехала же при этом. Ага, 200 сколько там? Там 350. 350. На 3 дня, да? Да. Ну, в общем, я все время мечтала, но у меня не было условий для этого. И вот, наконец, когда все, я уже отучилась, родила ребенка, купила квартиру, я думаю, наконец-то я Все куплю. остальные пункты Да, закрыты, и дерево можно просто посадила, думаю, себе наконец-то я посвятить. куплю себе. Да, это круто, Я, на самом особенно деле. сколько я женщин пережила, потому что они приходят, все такие, зимой, весной, И через какой какое-то симпатичный время они парень, просто, да, а да. выйду-ка я за него замуж, Да. один ребенок, второй, третий, все, и ладно, И следующая карьера ко мне. заканчивается. Да, а я вот только, я умная поступила, я сначала родила, потом Ну, уже вела пришла жизнь, да. вела жизнь. Вот, и Ну, меня это уже- да, это классно. А и лайфхак. ребенок уже подрос к тому времени, в общем, мне ничего не отвлекало. И вот я вот это пережила много поколений женщин. Я купила велик 2004 года, потому что я его купила в конце 2004 года. Я полетела в Москву в командировку. И в И я Сокольниках из купила Москвы, велосипед. да, из Москвы привезла велик. Причем я сразу поняла, что я буду покупать гибрид. Вот. Все ездили на 26 Автозенит? дюймов, а я на 20, да. А я на 28. И поначалу мне Макс несколько лет, ну, наш Швабкин, который рукой, значит, он мне прямо говорил, там маршрут не для твоего велика, а узкие покрышки. Ну да, это. там 28. А я фигачу на этом велике, значит, там с этой горы. Они, ты не должна на этом велике, значит, так Разгоняться ехать. вообще Значит, ехать. ты там не можешь проехать. И вот несколько лет они мне так говорили, а я-то, у меня 28 дюймов, Там я еще, фигачу. наверное, Я- вилка 60 миллиметров, да? Да, да, Там, вообще. да, Там ни о чем. там такая И я, разница. значит, я езжу быстрее их, они там еще догоняют, я говорю, и все, они прекратили эти разговоры. Никто не стал. Вот, да. Но и я так до сих пор на нем езжу.
Ничего И себе. мне наши, это у нас есть магазин в спорте, который иногда там что-то, они говорят, потому что в 2004 году, в 2005 начались китайские заводы, Да. и некоторые люди есть специально, они выбирают они, Старые модели, потому что они сделаны старые еще детали, тот же потому факт в что, Чехии, например. потому до что сих у меня, пор. например, покрышки, я же очень много ездила поначалу, прям вообще там все выходные, Стирались зима. просто вообще за сезон. Нет, а у меня они через 8 лет только начали стираться. Ого. Мне говорили, это качество как резины. это? Да. Да. У меня были покрышки Рич, Мгм. вот, я больше никогда не встречала такие. И я их стерла только через 8 лет. И то, в принципе, Одну- можно было еще побыть, одну, наверное, да, ездить. покрышку. Перекинула местами и еще 8 лет Ну ездила. да, то есть это просто вообще феноменально. Вот велик был потрясающий, Мгм. ну то есть был, он и есть. Ну вот у меня никогда не затекало в моем вот этом авторе, Мгм. значит, ни ноги, ни руки. Я иногда вижу, как люди едут там, Мгм. все, у меня ничего. Руль А вот- прямой, да? Ну, идеальная, Да, значит, просто да, посадка, да. высота, ростовка, там, Вот. длина, Причем я, ширина, знаете, всё как это. его покупала это в 2004 году? Я прибежала за час до закрытия магазина, мне Мгм. вечером, у меня самолет, ну у нас в том только вечером. Ага. Я прибегаю, а там офигенное количество Ну, вот в этом Сокольниках, да, велосипедов. Значит, зима, декабрь, значит. Со скидкой, да? То есть, да. Ну И да. я забегаю, я говорю, у вас есть эти гибриды? Ну вот тут то есть, штук 10. А И почему он- гибриды-то? Ну вот я сразу захотела купить гибрид. Вот что-то погуглила и не хочу Мгм. 26, я хочу 28 дюймов. Ну и в то же время, чтобы кататься по всякому бездорожью. И вот он мне объясняет, начинает объяснять, а я вижу время потекает. Значит, Цигель вот нужен. значит, вот это Быстрее технические выбираем. характеристики. Мгм. Я до сих пор не умею, извините, камеру менять. Значит, вот эти технические характеристики, вот эти, я говорю, мужик, давай быстрее, вот это. И я потом говорю, у меня вот этот серенький. говорит, Какого цвета почти? Он говорит, Песочного. да, он говорит, ну, одного то есть, цвета ну, все попался. хорошо, да, все, я уже... Он потом не выдержал в конце, говорит, а скажите, почему вы все-таки его выбрали? Я говорю, потому что мне снился накануне сон, как я еду в платьишке таком красивом, значит, на сереньком велосипеде, а он единственный серенький. Все понятно? Так я же отгадала, понимаешь? Он же был автор Попала, вот этот да, «Зенит». «Зенит», да, единственный. И я девочка попросила, говорит, ну давай поменяемся, я хочу попробовать. Я говорю, давай. Я села на этот русский велик. Чуть колени не отвалились. Да, пытаюсь, а она сразу «Пшт». Я такая, так, Да. отдавай обратно. И миф про меня, что я лосяра вообще никому не разрушает. Да. Я думала ее убить, ну потом, да, пожалела. Взяла с нее слово, что она не Никому не расскажешь. Да. Типичный велосипедист. Ну, Дети немного, да. убить и закопать. Всё верно. В Томске сейчас вообще как с велосипедным движением? Много велосипедистов? И чем они вообще, какие Ну, направления? знаешь, у нас же был этот... Раньше этот, сейчас, я не знаю, у вас есть, раньше был велофорум. Раньше везде был. Говорят, он вроде даже существует. И там было, вот мне чем нравилось, там были прям разделы, да, там выходной день, кто куда едет, там 1 мая. Для готовится. спортиков, Да, для туристы, даунхиллщиков. эти шоссеры, там, все там фиолетовые, я помню по цветам, мы там были какие-то. Вот, кстати, да, кто не видел, передавайте. Это с 9 Давай. года, Мгм. томский значок мне подарили как раз Ну. 15 лет назад. Вот. Настолько было движение в Томске крутое, вот, как ты говоришь, да, значки что- были. что даже, да, Да, делали, да, да. люди делали значки. Так, я помню, как я перед каким-то 1 маем делала флаг. Он так где-то у кого-то Вот из этот оранжевый или Вот, еще отдельный ну, в смысле, клубный? отдельно. Вот, Мгм. ну, нет, вот такой, но Ну, клубный флаг. флаг, ага. Я еще помню, что я приехала, значит, а он должен быть оранжевый, а мне Мгм. дают алый. А, Красный, что красный, сделали, ну? красный стяг. Я такая говорю, так, стопэ. Я говорю, вот оригинал. Я говорю, совпадает? Переделывайте. Они говорят, не, а причем не в Томске делали, а заказывали где-то там в Ну, чуть ли не в Новосибирске, Новосибирске, что ли, ага. да. Это как недавно И в результате раму заказывал велосипедный Шульц. Красный на сайте, красный цвет. Приезжает розовый цвет. Это специально, чтобы их покупали. я видела, что у вас открытие уже было, да, по льду. Да, ледовый пеш традиционный ежегодный маршрут. Мы Причем да, собираем вполне максимально. себе нормально. 37 человек, да, и полтинник был километраж.
реке туда и обратно, ну, по льду галимому, то есть было вообще довольно эпично, хорошее мероприятие. И сейчас уже потихоньку, ну, видишь, середина, конец марта, еще сугробы на самом деле. Ну, то да. есть, в принципе, с ночевкой уже, ну, еще не поедешь. Куда-то далеко ехать тоже это там, ну, некомфортно. У нас еще из больших событий это Конгофест, он в конце мая, когда уже с ночевкой выезжают. В прошлом... А, вертикальная, но как-то там компоновать нужно. Вот тут еще. 80 человек собирали, там 70. Он фестивалем стал с прошлого года. С прошлого года, да, первый год просто был выезд, и он начал фестивалить. Ну и вот Алтай, то есть в Якутске, в принципе, окрестности все плюс-минус 100 километров изъезжены. Ну да. Поэтому нужно уже выбираться. А у нас-то куда-то. вообще, видишь, некуда. Ну что, вот едешь, Ну, тайга да, в Томской да. области. Смотреть не на что. Нас как-то же спрашивали, а что мы в Томскую область не... А смысл, да? Да, вы на что конечно. собрались смотреть? Ну, Ну, на да, елки? да. Ну, везде все одинаковое. Елки везде То все есть, если тот же Алтай, там он каждый год можно чуть-чуть корректировать маршрут, и виды разные, Да даже дороги по разные. тем же самым По маршрутам тем же это самым. красиво. А вот же был даже какой-то маршрут в один год туда, и в какой-то Ну, год да. обратное направление. Совсем по-другому воспринимается просто. Подъемы стали Не, спуски, лично спуски. я вообще просто Алтай, Хакасия, вот у меня тоже у меня Ну, причем это- даже на первом месте одно время Хакасия была, мне прям, ну так как я в степях родилась, мне А, ну, прям ближе вот, просто по духу. вообще. Ну там и степи, и горы, и все. Ну, да. Вот, и мне очень. Но я название не запоминаю, и я просто вот так вот ехала и говорю. У меня такое впечатление, что я тут уже ездила. Макс говорит, ну, конечно, 3 года, а у него там все записано. Ну да, все треки, все маршруты. 3 года назад, Значит, блин, вот ты что, не видишь, что ли? Особенно я помню, как мне я сейчас боюсь его даже спрашивать. В Карелию мы ездили, и я тоже не запомнила маршрут. Но мы ехали от Питера и прям до Белого моря. Ну, как ты сам понимаешь, с Максом Иванкиным через огороды всякие. почти как с Гуревичем. Да. А там, я прям помню, у меня есть фотография, там, значит, указатель. Вот такие длинные названия. Чисто карельские, национальные. Куда? Значит, и там опять такое вот. Я говорю, Макс, как я их вообще запомню, эти названия? Я выговорить не могу. Только фотофиксация поможет. Да, молодец. Кажется, я тут Сравнивать, да. через 10 лет. Причем у меня есть фотография, она даже у меня висит там дома на стене. Значит, ну как всегда, тут есть дорога, все нормально, едем. Едем, дорога все хуже, такая что-то напоминает. Да там мост через речку. Подъезжаем, а там очень старый мост, пол моста есть, прям причем просто это вот подобие моста, такие доски там жуткие, там Как всё на Магадане. труба. Да, а половины вообще нет, вот там, туда вода, Старый Колыме. все. И рыбаки такие вдвоем, значит, сидят на лодке, там щуку ловят. И просто обалдели. Вы откуда тут взялись, ребята? Вы типа такие, и диалог, значит, у Макса, значит, ну типа нам туда, там же дорога есть. А они говорят, ну там-то есть, а туда как доедешь? Ну тут же недалеко же. Ну, то есть мужики этого осознать не могли. И они до конца не верили, пока не увидели, что мы разделись. И реально пошли в брод. Велики, значит, на этот и потащились туда куда-то в воду, значит. Ну да. На самом деле для человека, Вы который сейчас к рыбу велотеме, сюда да, просто- косвенно относится, для них это дикость. Ну. Даже для автомобилистов, которые по ебеням ездят, грубо говоря, видят велосипедиста, вот, ну сколько было, да, на Магадане. 100 раз. Вы откуда с Якутска? Вы С чё? Якутска, вы чё? Ну как? А куда? В Магадан, блядь! Там нет дороги. В смысле нет дороги? Есть же дорога. Есть, да, ее же видно, колея есть. То есть для автомобилистов нет дороги, для велосипедов. Ну, не понимают люди, что Ну можно да. велосипед взять и потащить через реку, через завал, через там, не знаю что. Не, ну иногда, Через горы. иногда, как у нас, помню, вот так очередной То есть этот у них велопоход, такое, там то есть видео взгляд. посмотрели, и у нас был ребенок, это у меня уже дома сидели, не помню, чей маленький ребенок, она значит, посмотрела на видео, и потом эти устами младенца глаголит истина. И она потом такая посмотрела, все, мы что-то обсуждаем, ну прям года 4 или 5 было. Она говорит, а зачем вы Зачем велики вы? брали? Так грохнули, потому что реально, если бы просто с рюкзаками быстрее, проще и так далее. Она говорит, а зачем вы? И вот это вот
Зачем вы велики Ну брали? У да. меня иногда возникало. Это Вот вдоль Байкала, когда по вот этой тропе идешь, там же реально она вот такая узкая. То есть ты не можешь даже вот так велик протащить. Его либо Тебе надо- впереди, либо... Да, впереди, Ага. там рюкзак где-то, ты идешь, смотришь, думаешь, зачем велик брала? Да. Да. Ну это вот как Каф после Богодала тоже. Зачем, говорит, на велике там, что за велосипедный поход, если ты его просто тащишь еще через джунгли? Смысл какой их тащить было? Ну потом доедем до дома, 10 километров оставшиеся. Там Вот нет, пешком же- мы с детства выходим, мы так как шли и постоянно ветки ударяли велики, у нас велики идеально чистые. Они просто все протерлись Да. настолько, что прям Вот вот такие. резина черная-черная по траве, по этим. И там И- кто-то говорит, типа, такой велик был только В начале. И там были настолько еще пни, вот эти вот валежник и обрубленные деревья, что просто люди снимали педали. То есть снимают педали, потому что Вот педали мы же там- самое страшное, да, Вот ты мы снимаешь в и Белокурихе, без них когда вот эти за 2,5 по дня зарослям. 4... Вот, видимо, это критерий такой сроков. А у меня даже в сюжете это... и тут Макс Иванкин Начал снимать педали. И я прям в сюжете говорю это. Вы понимаете, что это значит? Да, это просто жесть. Спилить не спортивно. А вот корячиться спортивно. Деревья, ежи противотанковые. Все нормально? Что все нормально? А то поспоришь, что не Ты не в дорога. курсе, что это вообще пешая тропа? Смотри, а он говорит, Я не буду давать вам комментарии. Я не уполномочен своим ведомством. Здесь есть дорога. Ага. Тут И- все И есть. долго еще такая дорога будет? 20 километров нормально. Это Максим Иванкин, руководитель нашей группы и автор маршрута. Не любит асфальт, зато любит придумывать всяческие трудности. Он первым прикрепляет к своему велорюкзаку лямки и надевает его на себя. И откручивает педали у велосипеда за ненадобностью. По этим признакам мы понимаем, дорога в ближайшее время появится вряд ли. И кто только составляет эти карты? Ведь даже намека хоть на какую-то просеку нет. То есть, что дальше еще хуже будет, что ли, получается? Ну потом пойдет ответственная скала. Я забыл лямки. Этот человек с неудачей. Реально не взял, потому что они мне за 6 лет ни разу не пригодились. Потому что педалями зацепляешься Да, за эти да. ветки. Сняли Я педали, а кто-то не я снял. говорю, И такая полянка, да. и там метров 10, и человек просто проехал такой на педалях. И те, кто снял педали, такие, блин, сволочь, прокатили. Но это действительно актуально, потому что вот... А я тогда в прям таком сказала, у нас километраже. была надежда, пока Макс Иванкин, он так присел на педаль, посмотрел и начал Дальше. открываться. Все, капец, значит счастье. Значит, сейчас начнет, да. Это у него 15 секунд. Ну, вот это показатель, да, что если люди снимают педали, это уже... А у да, меня, кстати, жесть. на авторе не нужен вот этот. Там на ключ. шестигранных, по-моему. Да, да. У меня все время мужики, у кого есть ключ, там на А, ну столько это, круговой. нет, Я более такая беру. крутые педали, они на шестигранных Да. с внутренней стороны, а Ага. дешевые они. Нет, велик прям реально, вот, я говорю, ну сколько ему уже, 20 лет. Он еще легкий для своего, Да. был для своего веса, ну вообще для своего. Он легкий, Мгм. ходкий, и по вот Да. этому всему бездорожью, когда мне Макс несколько лет кричал, что на моем велике там не увидишь, проедешь. да. Ну, он Вообще просто никаких опередил время, то есть сейчас они называются вот гревелами, да, вот эти Ну вот, а да. он стал, как говорится, до того, как Так это стало зато, мейнстримом. зато все мне говорят, как ты быстро едешь. Я такая молчу, что у них-то 26 Да, дюймов, а да, у меня по тем 28, временам да. Достаточно более-менее хорошие дороги, и ты уже просто в И точку. я, всё, да. потому что вот по этим камням мы вот еще... Ну, вы просто их несли, да, Да. они налегке шли Да. относительно велосипедистов. Все, и прямо иногда вот такое узкое, ты велик Да, это протаскиваешь, жесть. потом этот. В общем, со словами такой, ёб твою Ну, мать. Мастерник как-то нас вез в поход в Богодал. Мы там 2 дня. Шли пешком 10 километров с утра до вечера. Я весил 51 килограмм, у меня велик там 40 килограмм вместе с грузом. То есть велик практически мой весом с Тебе меня. пришлось тащить через... Да, и там, кусты и там просто. впереди человек с топором идет. Просто прорубали дорогу, да. Не, у- Все нормально, все сюда. Кустарник, он чисто под горой, он сейчас должен кончиться. Проход через Ебеня. Ну, это еще цветочки. Там сзади было еще хуже. Банни-хоп. Так не будет вечно, говорили они. Будет весело, говорили они. Вот утек, чуть не утек. Устами втопил, как когда-то говорил. Как носорог. По сегодня я съездил, Богодал. Слава Богу, дорогу угадал.
И ты не устал? Я не устал. Ну от стройки я конкретно устал. И у тебя есть еще запал. Мы, значит, тропа все уже. Там, наверное, она, в принципе, есть условно. Нет, вообще. Заросла. И в результате, Ну, конечно. да, в результате вот она, вот эта река, никакого подобия дороги, уже никакого подобия тропы. И если бы мы шли с рюкзаками, мы там как-то легче. Мы там пропиливали, чтобы просто протащиться. Так мы за 2,5 дня 4,5 километра. Ну да, вот это. С утра вот до это вечера, нормальный горячий. поход, да. Это С значит, утра до вечера. удался Мы поход. вообще не это. И потом мы наконец-то вышли на эту точку и за 10 минут съехали вот то расстояние, которое мы прошли за Столько 2,5 времени. километра, да, за 2,5 2 дня. И быстро поехали на место финиша, потому что у нас должен был круговой А мы маршрут когда быть. 2 дня шли, А мы, буквально лес, извините. там после пожара, да, так много? Там, да, там прямо еще попадали стволы все, и пришлось перетаскивать просто через бревна. Я тоже иногда говорю: Макс, ну вот рядом же дорога. Та же самая Хакасия. Ну да, ты зато будешь ехать, смотреть на красоты. Ну Да. почему мы ходим и толкаем в грязи этот велик? Не едем при этом. Здорово. Обслуживание сколько раз делаешь? Значит, как говорит человек, которому я привожу иногда перед этим, я говорю: а у меня что вообще ничего не переключается. Значит, он говорит: а ты его хоть раз мыла? Я говорю: нет. Он говорит: ну ты знаешь, это неплохо. Потому что я его и не смазывала же, кроме цепи, ничего там вот. А он говорит: а ты не вымываешь эту смазку, потому Она что там есть идиоты, которые купили велик, и они потом его просто вообще Тёркером привозят, замывают в кал. через месяц там вообще не жиринки вот в этих шарах. Я технически вообще бездарна. И он говорит: ну то есть я просто привожу, он так вот вешает его, он говорит: ты его, конечно же, никогда не мыла. Я говорю: ну, то есть каждый раз он меня спрашивает, я говорю: а что должно было измениться? Ну, ты его должна была вдруг помыть. Вот. Кстати. Да, с какой стати? В общем, я боюсь, помой, он развалится. Ну Вот да. так все скрипело. Это у нас фантом так любил Мгм. раньше. Ну, вы еще не застали те времена. У него велик все время грязный был. А Просто сейчас, вечно. да, сейчас Мгм. в последнем походе смотрю чистый. Чистенький, ага. Еще Ну, это какой-то, ну, Ну, это знаешь, вот Следующий как уровень. куртку. Я первую куртку свою купила, желтую, чтобы хорошо меня на дороге было видно. Желтая. Ну, естественно, с первого же похода она была грязная, Ну я да. ее выстирала. Значит, что-то как-то дождь меньше. Второй поход через неделю, значит, опять грязная, я ее опять выстирала. Ну, она же желтенькая, она же красивая. Все, она меня перестала держать. Теперь куртка, вот я с ней езжу уже лет 8, я ее не стирала ни разу. То есть, когда она прям совсем грязная, ну зато она меня держит. Нет, я ее привожу этим горячим душем, грязь смыла вот так вот, ну просто прям элементарно. Зато все технологические слои там Всё. остаются. И она у меня служит. Но потому что какой смысл ее стирать, если я сейчас Если она приеду и зачерпнется через снова, да. 10 минут я буду такая же грязная. Там же еще типа шампунь специальный для него. Да. Нифига не мембран для действует. всяких этих. Я взяла за 300 рублей, помню, тогда дорого, богато. Во-первых, он нифига не отстирывает. Во-вторых, я не почувствовала, ну, то есть я пыталась спасти эту куртку, вот, и потом там брызгала, ничего. Маркетинг, короче, работает. Да, и в общем я просто перестала стирать, как и перестала. На велике же работает, с курткой теперь тоже Да, работает. конечно, Да. что лишний раз стирать. Ну. Кажется, зря стирала свою куртку. Ну, как начнешь промокать под дождем, значит, Дима меня реально. взял, говорит: что ты как грязная ходишь? А, Мне ну, жалко да, куртку. да. Вот правильно, да. Черт. А мы как готовились? Значит, ну то есть все же едут, там начинают, там март, апрель, все катаются, а у меня, я как себе дачу построила, у меня маршрут в одну сторону 25 километров, значит, через 2 дня 25 километров обратно. Но зато я такое постоянно наматывала. Вот. А они там, значит, по бездорожью 100 километров в день. А я с ними встречалась всегда у самолета, значит, у нас там Это такая в Томске? площадка. Да. Значит, На южке. и у меня всегда прям, ну я такой генетически, я без мяса не могу жить. Пообщаться Ну с мы в ними, этом году поиграть, едем колбаситься. Шерегеш и Терецкое озеро. Ну, по классике. То есть это, да, ничего там такого, ну потому что вот из-за 4 детей в том числе. Ну да, для детей. А в Шерегеш там подъемники, кстати, летом работают? Работает. Да. Вот мы, у нас идея, что мы сначала в Шерегеше, типа, Спускаться можно, да? да, и я говорю, ну а я в Шерегеше ногу сломала вот сейчас. Я говорю: Нормально. спасите, я вас около, На да. лыжах? И еще приеду, Да. и на будущий Я год говорю, приеду. около горы, около подножья вас подожду, а вы скатываетесь. Сами как-нибудь. Ну, Да. Сами ломаете ноги. сами ломайте ноги.
Вот это. Ну, Не, ну прикольно. меня на радует, великах что- спускаться это специальные велики нужны. Вот я на своем фигачила, я помню, причем у меня срабатывает адреналин, когда я начинаю смеяться. И я понимаю, что если я Все понятно. у меня прям я не соберу костей, потому что там не просто В голове гора, там такое всё нет вот дороги, а там вот знаете, как вот вода течет с горы, и вот такая колея руслу, короче. по руслу, и я вот по этому руслу фигачу, значит, или мимо него, потому что оно сильно вот такое, а у меня колеса все такие большие. И мужики, я говорю, они вот так, иногда я такая съезжаю, они говорят, Юля, тут твоим велике вообще Женщина нельзя. безбашенная. А я еду и прям... А они говорят, а что ты все время смеешься так? Я говорю, знаете, у меня есть такой эффект. Вот. То есть я прям умом-то понимаю. Ну да, это, блин. Просто вообще несусь, я как не Крутяк. знаю кто. Ну, единственное, что сейчас вот реально, то, где мы потом живем, великий раз. да, то, где мы живем, ну, реально вот, чтобы выехать куда-то, мы пытались, бесполезно, пока ты на машине Это реально никуда не проблема. уедешь. А даже на самом деле в Новосибирске это уже проблема чувствуется, чтобы куда-то там доехать, ты до Искитима 40 минут на электричке едешь, и потом уже В начинается Томске веселуха. у меня 4 километра, Томске, да, и да. все, вот тебе трасса, хоть туда, хоть туда, хоть туда, машин да, немного. да. Ну то же самое в Якутске, то есть К нам во всем... Сёгун прилетел, ну, ты Ну, знаешь, да, вот. да. Получается, я ему свой велик одолжил, мы через парк выехали, который в городе находится, через окружную 1,5 километра, все в лесу. В лесу, И ага. он такой, нифига себе, как близко. Да, то есть в походах я и говорю, ребята, цените, вот мы проехали 20 минут, мы уже за городом, в диких дебрях. Да, да. А в большом городе мы бы просто еще в очереди на вокзал стояли, чтобы загрузиться. Я говорю, Потом еще мы 1,5 часа поэтому ехать в на Москве электричке. очень редко ездим. Вот А сейчас, в Москве так это да, вообще сейчас я печаль. пытаюсь, вот хочу, ну, как бы, когда немножечко вот сейчас на это определюсь, я буду на электричке уезжать реально чуть ли не в соседнюю область, Вот. там делать круговой маршрут и Мгм. на электричке возвращаться. Да. Ну, И потому так что- вот постепенно радиалки Ну, расширяют. они там только так и Ну, ездят. то есть Только так они- ездят, да? То есть мы уезжаем за Аку, туда, Мгм. за этот Кашира город В есть. Рязань, короче, и дальше. Да, мы практически в другую область, там Тверская область, Да. чтобы просто покататься. Мгм. Поэтому я говорю, я сейчас когда готовится, я говорю, так, покупаем велотренажер, иначе я с А вот таким... этот Битцевский парк, либо там... Что-то для городских. Ой, это сюда. Мы один раз поехали, там какой-то Лосиный остров. Но... Вот. Ну и чё, у меня уже голова закружилась вот по этим вот этим, ну это ни о чем, да. Ну, это Вот. для экстремалов, ага, то есть, ну, не туризм. Не, конечно, Не туризм. мне-то надо вот долго, много, Далеко много, ехать, да, далеко. Идти половину пути, например. То есть, Да. я прилетела. А вот Ну, в походах нифига. самое большое расстояние сколько? Ну, вообще, Ну, походные. у меня было, я не помню уже там сколько по расстоянию, у меня было 2 отпуска, когда я весь отпуск каталась на Алтае. То есть 20 с чем-то дней. Ну, то есть там, грубо говоря, пока доехала, пока выехала. Мгм. То есть я весь отпуск. То есть палатка и весь Чуйский тракт до Кушагача, и потом туды и сюды, во все Мгм. эти места В заезжая. одиночку? А? В одиночку? Нет, нас было один раз двое. По километражу не считали, да, получается? Ну, там я не помню уже просто километраж. Вот. Ну, это было давно. А другой раз 4 нас было, прям целый отпуск. Мы все вчетвером взяли в одно время, целый месяц почти. Ну, то есть он 28 дней, но мы чуть меньше, потому что нам надо было еще Ну да, приехать, да. Трансферы. Вот. Ну, классно совершенно, когда ты вообще никуда Ну, не по времени, спешишь. наверное, так же, как и вы, наверное. Ну, 26, по-моему. да. 26 ездили. Ну. До Магадана 26. В Карелии мы 2,5 недели тоже вот от Питера, то есть прям, ну то есть прилетели, в туалете переоделись, велики собрали и поехали, да. Вот. Причем на обратном пути было так смешно, там же куча озер, и мы постоянно купались, утром купались, в обед купались. Наверное, начинающие туристы, наверное, поначалу считают километры, а потом, когда уже постоянно туризмом занимаешься, то уже да, не по километрам, а по дням. Ну и вот на обратном пути, когда мы наконец-то, значит, все вернулись с маршрута, все, значит, чистенькие, помытые в озере, значит, переоделись в одежду, я захожу, и тут я понимаю, что весь мир пахнет иначе. А мы вчетвером, значит, 3 мужика и я, значит, а мы пахнем Как-то бомжи немножко. Я такая пошла, значит, ну на халяву-то самые дорогие духи. Значит, возвращаюсь, значит, а мужики сидят такие, чем воняет? Они реально не поняли.
чем-то воняет. Фу. Я говорю, вообще-то это не воняет, это самые дорогие французские духи. Фу, что ты наделал? Это так прекрасно пахло. А я просто зашла, ну да, как бы хоть вроде мы и мылись, там, там и шампунем голову. Ну да, тут это все равно, да, вот это легкое амбре, а у нас за 2,5 недели у нас там это накопилось, да. А сколько комплектов одежды, ну, ты как девушка с собой берешь? Ну, вот у меня иногда тоже спрашивают, да, ну, ты как бы, как обычно там берешь, чаще всего, если по Сибири кататься, вы же сами знаете, от купальника, я так в экспедиции езжу, они говорят, а вот уж сколько чего берете? Я говорю, вот, я даже фотку как-то делала. Купальник, вот а вот рукавик, а ты еще арктический, они говорят, что и все может пригодиться, я говорю, да. Вот, да. И причем без разницы, как вы понимаете, что, ну, вы-то опытные тоже, мне говорят, ну вот, ты на 3 дня, вот понятно, а вот на месяц, я говорю, тот же самый комплект. Да. Тот же самый день, на дождь и на холод. Все. То есть вещи-то те же самые. Я говорю, там просто продукты, ну да, там автономка смотришь сколько дней. Ну да, по одежде так-то... там особо уже не начинаешь не заморачиваться. Ну а я еще минималист, я это, как говорится, стараюсь это минимально. То есть я вот из тех, кто донашивает, я пока у меня совсем не развалится, я не покупаю что-то новое. То есть у меня нет такого, знаешь, там, ну вот. В этом смысле как бы... Да. Люди-то этого не понимают. Люди этого не понимают, Вот. реально. То есть вы что, спали в одной палатке Да. впятером? Конечно, блядь, мы спали в одной палатке впятером. Мало того, мы еще и в спальничке, именно с Саней один раз. Мы едем так с экспедиции откуда-то, но был другой водитель. Кто-то нас Этька вез. Вот. А я звоню с девчонкой тоже, и, значит, рассказываю, что мой друг сильно простыл, поехал на Байкал, значит, по льду кататься. И ночевали каждый в своем спальничке. Ну, вот такие вот они дураки. А спальник был тонкий. И он простыл так, что он потом это... Я говорю, блин, ну что, идиоты, не могли соединить спальники, вместе спать. Да, состегнули бы, уже грели бы друг друга. Значит, я поговорила по телефону, трубку кладу, и Соколов говорит, я свою дочь в туризм не отдам. Знаю я такие вот. А он такой восточного плана, он с Узбекистана, он такой, я свою дочь в туризм не отдам. А так этот, на севере Якутии ты ездил куда-нибудь? На севере Якутии, в Казачьем была депутатская. Там говорят, типа... в депутатском, ну да, все, там Там уже вопрос. какие-то северные народы, они, получается, оленьи шкуры. Привет! Все вещи под оленьими шкурами. Ну, все, от млада до старая. Все туда. Надо, Дима, не придет голос. Да, можно закрывать, больше никого же не ждем. Может быть, Яра знает. Ты не с севера случайно? Не спала голой под шкурами? Да. Нет, коллективно. Нормально зашла, только прикинь. Это я удачно зашла тогда. Сейчас раздеваться или... Как раз на том походе на Богодал там 2 женщины. Бабушки? Да, и одна из них говорит, что... Или нам же рассказывали, что они Да. со степей каких-то там лютых. И они там зимой под оленями шкурами. И хобби. Не, ну у меня даже папа, вот я помню в детстве, он мне рассказывал, потом, когда я в туризме столкнулась с тем, что если не хочешь замерзнуть, да, состегивайся, раздевайся и ложись к теплому телу, без разницы, Ну да. муж он тебе или не муж, что называется. Вот. А мне отец рассказывал, он у меня был охотником, он мне в детстве, я помню, говорил, доча, если вдруг, не палаток, ничего не спрашивает. Если вдруг оказалась в лесу, значит, и замерзаешь, снимай с себя всю одежду, накрывайся. Я говорю, как, папа, наоборот же надо в одежде. Он говорит, нет, нога ногу греет, рука руку, что называется. И вот уже... На самом деле, да, вот люди, я же говорил вам на Магадане, спите голые. Нет, Теплее спасибо. будет. Нет, мы не будем спать голые с мужиками. Почему мы должны Нет, спать? с мужиками-то ладно. С девчонками-то Девчонки голые не могут спать в одной палатке и мерзнут в итоге такие, выползают утром. У меня смешная была с этим история. У меня, значит, вот сейчас он перестал ездить, он тоже с нами ездил на эти общие... И тогда он тоже был Анатолий. Значит, ну, в общем, со спиной, грыжа, операция перестал. Да, наш что-то. И он у меня всегда был парой по спальнику. Причем у него своя жена, у меня, как говорится, свой муж. Но мы, с креслом, да? да, мы вот соединяли в этой спальник и друг друга грели. Одной фирмы, да, получается, спальник? Ты знаешь, да, эти Главное, чтобы левосторонний был а экран. лексика, ну у нас причем было одинаково, там левый-левый, но мы Просто просто переворачивали. переворачивали там и все, без разницы, голова все равно в шапке.
Вот. И мы настолько вот с ним спали, но мой-то знал, а его жена молодая не знала об этом. Значит, Да потом как узнал. вот. Когда что-то, Нет, да? она, слава богу, не узнала. А наверное, я один раз, у меня там были всегда телефон носки завис. шерстяные, вот на Съемка. спальне. Потерял их, и все, хоть и тресни. А мои носки оказались в его спальнике. Через Половина год, сюжета, это значит, уверенно, когда мы да. опять собрались, значит, в этот велопоход, он, значит, приезжает велопоход, мы опять собираем спальники, он говорит, о, носки чьи-то. Я покажу свои носки. Я говорю, а я-то всегда спальник прихожу и сушу. Вот. Я говорю, то есть ты с прошлого года не сушил Получается, спальник? даже не А он разворачивала. говорит, нет. Я говорю, ну тогда понятно, почему мои носки у тебя. Ну да, неудивительно. Зато сохранились. Ну. Мы вот приезжали, когда в Грузию, в Абхазию, в Крым, люди доставали в первую ночевку спальники, такие, о, насос нормально, в палатке собранный был. В спальнике, хоп, ключ какой-то там лежит, шестигранник. Нормальная тема. И вот сейчас мы живем, да, то есть надо осваивать нам новые территории, но я говорю, у меня муж в пятницу ночью возвращается с работы, и 2 выходных, мне просто его жалко. Особо чтобы не до куда-то, осваивания да. территории. Он и так конечно. себя называет это, знаете, этот анекдот, значит, собачка этого Конюхова, ну, который на собачьих упряжках. Все собачки при слове гулять, значит, радуются и бегут, значит, и только собачка Конюхова, значит, собирается под диван и только не гулять. И вот он иногда такой, я его жду, а я-то сейчас, как говорится, домохозяйка, да, я самозанятая. Я его Конюхов это, жду. который... На собачьих упряжках Вокруг везде света там. фигачил, да. А собачьих Вот. У него же много рекордов. Ну да, да. Значит, я такая, значит, муж приезжает такой, вообще никакой. И, значит, я в субботу утром, ну ты что, уже ты проснулся? Он говорит, что? Проехать. Собачка Конюхова. Я говорю, собачка Конюхова, вставай, давай. Не, ну это жестоко, да. Да, ну иногда мне его жалко, но иногда я говорю,